жаловаться в ДЭР, прокуратуру. От этого никто не пострадает, кроме вас же самих. Вы понимаете? Да, с удовольствием сейчас любой журналист сделает статью. С удовольствием поднимет свой рейтинг, поднимет. С удовольствием какой-то следователь откроет дело в ДЭРе, да? Получит свой значок. С удовольствием какой-то прокурор получит свое звание. Это все с удовольствием, это только им на руку. А кто пострадает в результате, вот сейчас сказали, да, если вы не будете там, люди пойдут жаловаться, да. А кто от этого пострадает? Вы же. То есть те люди, которые пришли в кооператив добровольно, которые заняты. Да? Сейчас кооператив не может выполнять свои обязательства в полную очередь. Ко мне пришли люди в Уральске в понедельник, по-моему. Пришли люди и стали возмущаться. Они приходят каждый день, а тут пришла, скажем, толпа, да? Они по WhatsApp созвонились, договорились прийти, и мне говорят, и в комментариях там пишут. Сейчас, если открыть комментарий, возможно, она здесь есть. В комментариях, например, пишут, да, ой, вы не выдаете, вы обманываете. Так ведь кто это вы? Вы это мы, все пайщики. Вы понимаете, что сидеть и гадить в комментариях, при этом являться членом кооператива, это тоже одно и то же, что плевать в тот же колодец, из которого мы пьем все. Все мы пьем с одного колодца. Но есть пайщики, которые сидят и плюют в этот колодец. А ведь надо наоборот, чтобы были еще больше людей, чтобы люди доверяли. Смотрите, сотнями людей по всем городам работают на кооператив. Это вот наши активные пайщики, лидеры, люди, которые работают, приглашают людей в кооператив. Они работают. А те люди, которые сидят, ждут и возмущаются, пишут комментарии, да? Что они делают? Что они делают? Они сеют негатив, да? Они пишут, что там кооператив не выдает, мы там ждем уже год-полтора, да? Год-полтора ждем. Из-за чего? Из-за того, что большее количество людей не платят вступительные взносы, паевые взносы. Это я в тот раз еще доказал, открыл. Сейчас мы можем, в принципе, да, открыть, показать, сколько людей. Попробуй сейчас открой, потому что непосредственно прямого специалиста, которым этим в тот раз Бахтияр сидел со мной занимался, его сейчас нет. В итоге, что я хотел сказать? Например, если в прошлый месяц мы купили 90 квартир, и плюс, больше, да, 92 квартиры, плюс еще отдавали по частично давали, да, то в этом месяце мы купили всего лишь 30 квартир. Почему? А в кооперативе сейчас, вы знаете, что мы деньги не аккумулируем. До пандемии, да, в кооперативе мы деньги аккумулировали, чтобы у нас был резерв. Но сейчас мы деньги не аккумулируем, мы на все деньги покупаем недвижимость. И в этом месяце мы купили всего лишь 37. 37. Из них 30 это квартиры. Угу. Остальные это частично, если мы в прошлом году, в прошлом месяце какую-то квартиру частично погашали, то в этом месяце вторую часть, скажем, да? После того, как мы полностью оплатим, это уже будет как купленная квартира. А пока у нас получается, если вам будет видно, то это вот в таком вот. Так, ну я не знаю, как тут вам будет видно. Так, ну ладно. Оплата, например, здесь идет в основном вот за квартиры 9 миллионов, 12 миллионов, 17 миллионов, 18 миллионов купленные квартиры. Не получается? Угу. Че, Колникс
дедушками. Что-то сентябрь нәрсе не толып тұр өйткені міне осындай сумма жуырек 331 миллион деген осындай суммалар жуырек аккумулируемый. Так, и в Уральске мы заключили договор с Интерьер-Строй Актау ТОО. Он строит в городе Уральске 9-этажки. На счет Интерьер-Строй Актау на сегодняшний день было переведено так, частями 20, 20, 20, 60, 25, 25. Так. Угу. И итого 85 миллионов. 85 миллионов было переведено в Интерьер-Строй Актау. Это ТОО, который строит квартиры. И вы знаете, что квартиры, когда покупаются вот в черновом варианте, оно намного дешевле. То есть те пайщики, которые на 9 миллионов сейчас не могут купить двухкомнатную квартиру, в новостройках уже есть возможность купить. И в Уральске, это только пока в Уральске пока работаем. По остальным городам у нас идут еще как бы в стадии обсуждения, да, как это будет, потому что сейчас трудность еще одна в том, что из-за того, что у нас еще до сих пор идет проверка, многие компании, ну, мягко говоря, не хотят пока. Они говорят, вот вы как только ваше дело закроют, сразу. Кстати, по поводу дела нашего. Нас проверяли как финансовую пирамиду, помните, да? По 217 статье возбудили уголовное дело. Сейчас прокуратура города Уральска отменила статью 217. Не нашла признаки пирамиды, но дальше идут проверки по присвоению или отмыванию денег. Да? Потому что на нас писали ложный донос, чтобы возбудили уголовное дело, ложно донесли о том, что мы отмываем, помогаем террористам, отмываем денег, там у меня есть какие-то офшорные счета, да, и по Киреевым. Было заключение о том, что по Киреевым необходимо возбудить уголовное дело по 418, по-моему, не помню, то есть ложный донос по некоторым обстоятельствам из дела. Хорошо? Поэтому дело еще не прекратилось, и это непрекращенное дело сильно тормозит нас. В дальнейшем те люди, которые, уже обращаюсь к тем людям, которые заплатили, сидят и ждут. Да, я сам лично говорил, по мере, вот если вам ожидать 10 месяцев, уже прошло 10 месяцев, я сказал, что дальше, в принципе, можете не платить, но чтобы очередь продвигался, нужно немножко как бы взять ответственность, и если есть возможность, дальше продолжать платить. Потому что вы поймите, вот просто чисто математически поймите, 8 тысяч человек, у которых сейчас подошла очередь, это вот декабрьские, да, если они остановятся и не будут платить, просто ждать, а 8 тысяч человек по 50 тысяч тенге, это 400 миллионов, да? Вот о чем я говорю. То есть, если прошлый месяц много людей закидывали деньги, в этот месяц получается много людей, там, скажем, либо Новый год, мы не знаем из-за чего. В общем, мы на нужную сумму уже бюджет не смогли заполнить. Если мы до этого в месяц набирали миллиард тенге и покупали по 100, по 90, в этом месяце мы купили всего лишь полноценно 30 квартир. Это почти 400 миллионов тенге. Потому что там есть 18-17 миллионов в разных суммах. Вы знаете, что идет речь о разных суммах. Не только 9 миллионов, но и есть
18-миллионники, 17-миллионники, 10-миллионники, 14-миллионники. То есть 9-миллионник. В основном 9 миллионов. Единственное, вот технальная сумма 7 миллионов тенге. К сожалению, здесь я не могу сказать, кому именно покупалось, потому что пишется именно у кого покупалось оно. Хорошо? То есть в один из бухгалтерий пишется именно у кого оно покупалось. То есть в ТО Хазар Моторс, там, например, да? ПСП плюс ТО тоже за 7 миллионов 980 квартир авто покупалось. Вот. Вот таким вот образом. Так, авто за 3,5. Крик, Нурхат. Ну ладно. В общем, хотел что сказать, что 30 квартир и в основном в среднем 9 миллионов, но есть и за 18, за 17, за 12, за 14, за 10 и так далее. То есть это люди,